Илишевский район находится на северо-западе Башкортостана. Расстояние от Уфы до административного центра этого муниципального образования, села Верхнее Иркеево, 160 километров. В основе экономики Илишевского района сельское хозяйство. Под него используют 71,5% земель. Жители в основном заняты в возделывании зерновых культур, свиноводстве, молочно-мясном скотоводстве. С сентября 2020 года в Илишевском районе Башкортостана реализует инвестпроект молочно-товарной фермы на 1200 дойных коров в сельхозкооперативе колхозе имени Куйбышева. В регионе он в перечне приоритетных. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ради Хабирович, хотел вас ознакомить со строительством нового комплекса на 1200 голов дойных стад и с эксплуатацией. Мы в 2019 году, 5 декабря, у вас были на инвестчасе. С вашего одобрения мы начали работу. Мы разделили на 3 этапа строительства. Общая стоимость 503 миллиона. Первый этап мы уже завершили, сегодня идет эксплуатация. Второй этап, вот мы уже строим второй коровник. Планируем дальше уже строить с той стороны третий коровник. Вы же подрядчик, да, здесь? Да. Вы местное предприятие, я знаю, так? Да. Это бывшая наша сельхозтехника. Мы там все локализовали, все. А здесь тоже вы делаете, да, получается? Да. А вот это вот тентованное покрытие, вот в урожае они же зиму уже перезимовали, да? И здесь тоже, Владимир Ильич, перезимовали. А, уже вы перезимовали? Это первый корпус, первый. Уже все, то есть у вас запустили. Зал и первый коровник. В этом году уже закупили на 30 миллионов племенной скот со Свердловской области, тоже уже привезли. А это федеральные деньги, мы закроем это. Это закроем. Ожидаем еще покупку. Он на велосипед сел, сейчас уже должен крутить и крутить. Он остановиться теперь не может. Ему сейчас второй корпус нужен, потом третий корпус. Без нетелей у него. А сколько всего корпусов будет? Вот, получается? Вот 3 коровника. Раз, два, 3. Это дойный зал. И Вот вот это готово так? Да. Вот И это готово? Да. Рядом вот завершается сейчас. И вот это пока строим. А вот это строите, да? Планируем в августе месяце уже запустить. И сенохранилище еще Да, идут. это уже у нас в 2022 году мы планируем. Молодцы. Пойдем посмотрим. Заходить-то можно, сэр? Да. Ага. У нас вот единственный в России дойный зал, который сделан под уклоном. То есть у нас он и в эту сторону уклон, и в ту сторону. И мыть легко, наверное, да, получается? У нас вот эксплуатация, да, обслуживание легко, и у нас молоко не сбивается, она сама пекет. Мы качество молока не теряем. Сегодня мы сдаем евростандартным белебейским. Даже вот это имеет Да, значение. здесь же мы сразу, когда корова доится, уже видим и анализ, то есть поэтому Вплоть до активности, вплоть до мастита. Полностью все, вплоть до болезней. за 2-3 дня появления мастита уже люди знают, Уже понимаете, да? что корова в будущем заболеет. Сколько вот с коровы вы сейчас надаиваете? С коров надаем 24,4. 24,4. Сегодня. Да, сегодня. Это хорошо, это хорошо считается? У нас среднее по республике всегда было 16, и вот мы сейчас перешли за 24-25. Уже некоторые хозяйства, которые перешли на современные, щебеньки 36 уже. Задача 30, Ради Фаридович. 9 тысяч Вот килограмм. основные деньги, я так понимаю, заемные же, да? Да. А какой банк? Россельхозбанк. Россельхозбанк, да, это Да, получается? Россельхозбанк, два банка основные. А вот это 24 тоже рентабельно? Абсолютно рентабельно. Это такая У нас крепкая рентабельность? себестоимость на сегодняшний день по этому корпусу 21 рубль. А сегодня мы продаем молоко евростандартом 29 и 30 рублей. Ну, вот так вот, да, получается? Более 15 литров он уже начинает окупаться. Уже, да? В течение 5 лет он должен окупить все эти вложения. Мы правильно? старым пока не успели запустить, вот этих коров доели в старом, они там давали 14-15. Через 3 недели, как сюда запустили, они уже давали больше 20 литров. Вот. Секреты, да, такие? И корове комфорт нужен. Алексей, можно спросить, а коровы-то где? Ну, Коровы отдыхают, кушают, они подоелись уже. Мы охладитель молока поставили вот вертикальный на улицу. У нас будет вот
удобства. И мы за счет этого отапливаемое помещение уменьшается. То есть шаг за шагом мы идем к уменьшению стоимости. Все Да, меньше, да, да, меньше, всё. меньше и меньше. Да. Поэтому, чтобы внутри тепло не держать, внешне положение. А вот сено сами заготавливаете? Да, У вас землю, то есть растениеводство есть тоже, Да, да? есть. 6 тысяч гектаров 6 земли. тысяч гектаров, да? Да. А что сеете? В основном зерновые. Уже и отсеялись, нет? завтра заметим. Ну, нормально у вас всё, Да, да, все хорошо. Да. У него 4-5 агрегатов сегодня работают. Да, вот Земли все подготовлены. новый комплекс технику. Про элитное зерно был разговор Да. у вас. Это, Но это есть На семеноводческие 20 хозяйства. миллионов, да? да, продали это вот мы. ваша история. Да. Это каждое хозяйство у нас элитно-семеноводческое. Он тоже большой объем семян продал в текущем году. Тут коровы на месте. Да, да. И Два вот это- раза кормим. Ага. Да, с утра обычно стараемся. Ага. Не Да. зелень, не добавлено ничего. Это вот монокорм. А зимой и летом вот этот корм будет. Мгм. брать. И вот они на столе. привыкли, они Они это- привыкли, биология никакая не меняется. Ни днем, А ни это зимой. что за ни- порода? Черно-белая, галштинная фрида. Галштинская, да? Да. Ага. У него на ногах получается чип. Он определяет эмоционно и охоту полностью. Активность коровы. Да. А зимой, получается, окна поднимаете, все закрывается. И сколько здесь температура? Температура Плюсовая. Это вот для коровы, чтобы наверное. у нас навоз не замерзал, вода не замерзала. И все для коровы. холода. Вот, в холода, когда неделя у нас, больше недели холода были, где-то держали 7-8 градусов тепла. За счет того, что вот у нас вентиляторы, они регулируют температуру, там норму. И они комфортно чувствуют жару тоже немаловажно. Вот, здесь прохладно, допустим, вот в прошлом году летом долгое время жара стояла. На улице под 40, а здесь 20. То есть разница всем большая. комфортно. Да, да, комфортно. Самое плохое для коровы жара. Не холод, абсолютно не холод. Жара. И плюс вот этих зданий, то что вот в этом году металл сильно подорожал, а мы вот эта технология меньше потребляет металла. Да. А металлоконструкции, вот на которых они это сами варите, да? или Да, как? сами изготавливаем, сами проектируем, сами Просто изготавливаем. профиль покупаете сами, да? Да. У вас ремцех какой-то, наверное, получается. большой. Да. Цеха ремонтно-технического предприятия. Самое главное, наш подрядчик, он рядом, в любой И момент. я так понимаю, и покрасочный у вас есть, да, наверное? Да, есть. Ну, полный цикл производства. Здесь все, что сделано, это РТП сделано. В этом коровнике. Полностью. Какие планы дальше? Строить, развиваться, укрупняться. И землю потихоньку увеличиваем, в пашню в оборот. Там, если, Ильшат Ильич, если нужна какая-то помощь, там, если новые проекты, на инвестчас приводите, да? Приходите. Польза есть какая-то же, да? Вот конечно, пообщались, и вы понимаете, что поддержка идет. И так Да, далее. вот новые рабочие места создали. Там пока 12 человек у нас работает. И то, что отрадно, средний возраст 35 где-то. Вот, то, что Молодежь, молодые, молодежь идет, работает, да, конечно. Большой плюс в том, что мы первым в России прошли аккредитацию в Росаголизинге. То есть вот хозяйства могут вот эти здания взять в лизинг. То есть Это после встречи с Система Косовым, он Росанализа, дал да. добро. Вот это мы всю систему долго, но прошли уже. И большая помощь со стороны Минсельхоза, то, что программа субсидирования, это тоже их отстегивает. Я говорю, вот надо пережить этот год. Этот год, он такой непростой будет. Мы его переживем, а в следующем году опять к тем же будем стремиться объемам поддержки. Рассчитаемся с долгами, и чтобы это... Пока вот, как я понимаю, что все-таки это хорошее время, период для сельского хозяйства хороший. Все-таки потребность в российском зерне, потребность в молоке, она будет расти. И вот так вот даже в мире все непросто. Вон, посмотрите, что происходит. Поэтому... Ладно. Спасибо вам большое. Ладно, за удачи. Альфредович, это вот пример действительно помощи на инвестчасах. Да, ну вот вроде не врут ребята. Вот, и то, что мы договариваемся, я почему всегда, вот когда ко мне приходят на инвестчас, я очень жестко смотрю за тем, чтобы мои поручения не снимали быстро без того, как я сам не вникну. Потому что некоторые проекты тяжело идут, их надо вовремя поддержать. Некоторые вот уже руки начинают опускать, а мы раз приходим и помогаем им. Потому что когда человек решился идти на такие траты, это же большие траты, он все свое состояние сюда вкладывает. Тут надо помогать. Ну вот результат. Дай Бог, да. Ладно, до свидания. Спасибо.
К середине мая 2021 года в Башкортостане отсеяли больше половины объема зерновых. Илишевцы в лидерах – 59 тысяч гектаров. Когда формировали программу рабочей поездки по Илишевскому району, глава Башкортостана Ради Хабиров однозначно оставил в списке встречу с аграриями. Вот такая техника работает на полях республики. Мы в прошлом году очень существенно помогли селянам закупить технику. Остались, правда, небольшие долги, все вернем. Но зато настроение у ребят гораздо лучше. И вот она сколько заменяет тракторов таких? Здесь она 3-4 агрегата одновременно заменяет, потому что идет баранование, культивация, посев, прикатывание. И это же получается много ГСМ, тоже не надо машину ГСМ гонять, да. и одновременно вносит удобрение, может наносить жидкое удобрение. Круглосуточно. И ночью тоже И работает. два у него- оператора работают. И у него навигатор, наверное, да? И навигатор стоит, да. Подруливающее устройство стоит, навигатор стоит. Все как луноход освещается. Исемсіз. Ильдар Фердависович, династия фермеров. Барам. Ярышны сен. Пасан мәселесі. Тағы бір 3 күннен. Екінші жақта біздің көшесі былай, басу. Сонда 400 гектар бар. Мында 600 гектар шешіп бітірдік. Қорабыда 200 гектар онсы қалды. А көпме гектар мындан бүтін? Біздің 1200 гектар жер. 1200. Несек. Экономика бар ма, жоқ ма? Азырақ ақса. Әлі бүгінгі күнде яшаймыз. Ел сайын 12. А сіздің техника ма? Айы, пасан. 2007 жылғы А өткен елда біріне алдыңыз ма? Алдық. Удобрение 1000 жыл біз удобрение сызы шайдырайық. Ояққа басыра келемін, сіздің сұрауға қуатты. Сонан ояққа қады өзіміздің позволительген болдым. Удобрение олса ел сайын. А техника несек лизинг бойынша алдыңыз ма? Лизингі алдық. Бір шунан бар бір кредит алмасқай, кредит тоқтаттық. Ну, Росагресс удобно ведь? Удобно. Хоқыда Нәрселер алдыңыз Росагрализм? комбайн акрыс, шунан К700 анысын төлеп бітірдік енді. Акрыс 2 бірсін төлеп бітірдік. Бірісі қалды, шунан соң ұзған елін алдық. Манипулятор, телескопический погрузчик алдық енді, 7 миллионға. Шунан соң алдық МТД. Он работает с семью НИИ сельского хозяйства. Авторами Біз работает, профессорами работает. Ну, бүгінгі күнде әгерде яңа сорт келіп шықса, біз шунда кетеміз. Шуны алып қайтамыз. Линия даже келіп шыға, исімі жоқ. Линия исімі жоқ. Бінен биыл шәшәбіз 20 сорт бұзайдан, 6 сорт бұзайдан, орпадан. Шуның линияларының 20-нің 6-7 әлі сортың исімі жоқ әлі. Шуны көреміз де біз ол авторларынан. Делянкаларда наука келеді, текшірі на разных фонах смотрят вот этот зерно. Ауырлық білен берелерін, олардың баласы бетінде. Оларда бір 30-50 килограмм болса, біз 20-сін алып қайтып, шундан аразмын айтабыз. Иногда 10 килодан башайбыз. Шундан мына андайлар просто қар бүгінгі 20-30 тонны жиылды бетінде барына районға сата. Элеватор бар ма? Біздің зерноток бар. Зернотокта шуны әзірлеп 2 линия түзедік. Өзімізге ярақлаштырып енді хранилище түзедік. Мына ұзған еліне 12 миллионлық бір не түзедік, склад тентовый түзедік бетінде. И олар все зерно продают как семена. Біз элеваторға бармасқа өзімізді әзірлеп, өзімізді семена ұстап, құжалықлар сата. Біздің Башқұртстанда көп сатабыз, көрші республика сата. Олар бәрін тесіністі сайбыз бетінде. Институтлар білен. Сатырға проблема жоқ енді. Біздің жоқ пока. Онда династия, фамилия. Дедушка Фердауис Абзай, мына Ильдар. Олы біттіріп параларында. Фамилия мұнда работает. 92 жылында башладық ішіне. Біздің мен енді бұны ішке өретіп болмасмын деп бұшлағаны. Сені қолыңда бар үшті келмейінді. Қолдан келе бетінде. Шын өретті бет. Нужда өте келе ол. Бүтін өзінде келе. Әгер де шындай условия қалсаң, шыннан башланып кетті 92 жылында. Біздің құжалық неден қалмадық. Бізге бір сұраулар бар ма? Бізге сұраулар бар ма? Ну, программалар керек. Семена осы программа жоқ. Мына қатысы бір 15 жыл сөйлеп сұрап келемінде, мына шындай сұрау бергеннен соң. Программа надо делать. Надо делать, да? Надо делать новую программу. 500 фермы прекрасно болды. Шунда бізге создавать кәне хотя бы 50
семеновское хозяйство. Ну, 20 болсын айдап. Мы сейчас завершим программу, вот завершаем программу переработки. У нас переработка бізге керек қазір. Переработки нет. Выращиваем, а переработки нет. А вот после этого, наверное, или Семеноводство, семеноводство. Семена ведь, как мы считалsak, основа. Ну, основин, да, но... Семена болмаса, переработка да болмайшак. Яхшы семена болмаса. Муку перемолоть, макароны делать, еще что-то. Там же другие деньги уже. Ну, бір-біріне связаны. Ну, var все равно семена относят. Күп махалак эшлей, күп кеше эшлеймін да. 15 кеше. Сіздің ауыл мындамы? Еркейде, алар еркейде. Менің ауылымда, мен 24 басулар тұрып кетейінде. Біздің басулар 125 километрдің бір басына екінші басына. Мына қар бұл яқта бітірәбіз, екінші жаққа өкшәбіз. Яра, машла. Радифович, когда собирались в Лишевский район, вы однозначно назвали детский отдых, сказали фермеров посмотрим, обязательно до поля заедем. Да. Но я еще хочу, вот сейчас мы же в последнее время, вот у меня идея, не знаю, удастся нам с министром расшевелить, надо переработку обязательно, инициировать переработку, потому что неправильно продавать просто зерно. Ну, продаем, конечно, зерно, но когда мы зерно переработаем, молоко переработаем, там другие деньги, другая цена. Мы какое место занимаем пока в Приволжском округе? Шестое место по переработке. Вот это вот для нас как бы такой красный звонок, это неправильно. Мы должны как минимум в тройку входить. Вторые по сырью. А вторые по сырью. То есть, понимаете, да? Мы по объему производим сырья вторые в Приволжском округе, а перерабатываем, то есть объем переработки, шестое. А что нужно для этого? Ну вот программа, вот министерство подготовило программу. И опять же поддержку на старте, особенно на старте поддержка. Помните, мы в Бирске были, пельмени. Нормальные пельменные цех. Что они просили? Они просили мясо помочь и просили помочь им открыть магазин в Уфе. Они, кстати, открыли. Мы туда заедем. Спасибо. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Илишевскому району республики. В Илишевском районе гордятся своими земляками. Среди них дважды Герой Советского Союза Муса Гариев, Герой Советского Союза Анвар Абдулин, еще 8 героев социалистического труда, кавалеры орденов и медалей. Один из них – Сафиддин Аглямович Гуламанов. Глава Башкортостана Ради Хабиров в гостях у ветерана. Самасыз. Ради. Хайырлы күн. Ради Фаритович, біздің глава республики. Seni de gördümler var iken. Yürek yaratan için Рахмат. София Лагай, она байрамлар сізді. Байрамлар қатлар. Халарыңыз несек? Настроение несек? Eyvah. Bayramını kütəsiniz mi? Ha? Bayramını kütəsiniz mi? Kütəmiz, Kütəmiz də. İyi. Yara. Bu yıl Allah görelmem bir gece. Bana hemen nasip etti Allah Teala görüge. Kırıga. Kırık mı? Шақырасың ба біздің үйге? Айда сіздің орттан барамыз. Айдаңыз. Yara, manda, sesер manda. Yara. Dürüst. Esenmisiz. Esenmisiz. Менің өзіміздің Башқұртстанның главасының қолын қысайық әлі. Илшатыбыздың қанкел қысайық келесі. Елдар. Дома. А, бабушка. Қызы. Esenmisiz. Manda kızlar. Келіндер, қызлар. İyi. Esenmisiz. Enkey көрмей өтілі. Esenmisiz. Yara yatsan. Enke просто билен Oturarız. Bayramdan. Sağolun. Enke Ufa'nın glavası Zulüşü. Raди Фаритович Enke yarama. Esenmisiz. Bayramlan sizni. Просто yığılıp bilini avırttırgan. Bana sen yara motor tepkine qarag'izinde. Bayramlan sizni. Bayramlan. Mening de aytgan betinde Manjuriyada xizmat etdi. Manjuriyaga bordi. Alar
45 елда Кенигсбергдан аны тоқтаттылар шунда. Поездға отырттылар да, шул поезддан кичек Манчжурияға. Шунда мен қызмет етті. Менің әткей. Бізді де жолына 30 килогерінен күншығышқа үйберділер. Уже землянкада yaşaylar, землянкада yaşaylar. Vay paratkeniga araylar. Staneler ayırılan, sinirlikler taşıp koyulan. Evet, neme Stalingrad alan olsa yapın sırası sonuç başlasınlar. Şu sebepler Taraklarda şu zemlyankada, Oşabaşı'da zemlyankada yola geçip etaları ülke dışına uzaklar mı? 8'inde başlandı da 3'ünde bitti. Уже bitti. Şul vakıtta teklimalda buldunuz mu? İyi. Alaktan kayıp üstügeyiz. Ondan sonra Rusya'ya kaçıktayım ben de Kurilli tarafına ciberler deyip ditkenleri Kurilli'ye vermediler. Rusya'ya ana şkatı bağlanınca şu biz parlant Pol'un brigadanın Pastanede tarafından lise bağlancıya burnu bağlan şunu da çıktım. Anda bir yılına hizmet ettiniz Valak'tan. Şu bir yılda bunlardan değil. Arası rafık başladık. Уже ege kattılar. Tegisin teginde mıtsın bizge bizni. Sizden de 18 yaş oldu mu? Şu başıma bağlandır. Şundan diye imanğa giderler, şu şakırımlar, sabit kadaba. Bunda indi 203 milimetreli puşkalar bataryada bu iki avune vallahi ayrı tartılar, ülküsedilerini ayrı tartılar. Bilmem daha bu radyospas teginde de şu radyos buldu bunda da. Komandirlerin bir yürek evet buldu. Teginde şey Starşehir'den Şulkofi, Mazunov, Starşehir'den radyos buldu bunda da. Kırıkzadil şeyin vartanda bizim de 5 yoldan Nega Moskva'yında karına ilginç Tamanski, Suvorov, Kutuzov, Agim Hazinlerle bölüklengen Kalin isminde divizyaya 85. şart balık. Bu divizya sastafında 3 pihot polka, 2 artilleriya polka, bir tankoy brigada. Bana pamet kakaya da. Да. Bundan motosiklet batalyon. Bunda kışlıkla pihot Moskva'ya koyup bir de şeylikle palatka kurup şuşunda birge tavsiyen Alabine garnizon. Buna kadar Alabine poligon deyip söyleyeyim. Poligon yok dalışağında da. Şimdi Arı'da yaşağımı, diyeceğim maşine can aşağımı, şu poligona gidip sınav utkarıyla. Diye şulaytırıp onda 51. yılda şartla hizmet ettim. 51. yılda ben de Baytar'ı gördüler ciddesi gidip. Kupma nese yıl oldu? 51. 7 yıl ayakta. 7 yıl oldu. Bir iştir. Ayağınatılmadı. 57 yıl. Да. Это, видимо, когда вот расформировали, начиналось и для поддержания. Да. Там же международная ситуация сложная какая-то была все равно построена. Алактан мында кайттырганда, мында эшлегенде. Мында турдугу. Manda kolxozga koydum da başım ayağımda kolxozlaşımdım bana. Kolxozda işledim. Ondan geri 53. yılına kış günü iyi bakay bakalığa traktörler kursunda işe okup traktörist buldum işledim 15 yıl. Ondan geri molçulukta gel. Ne şolay. Maşallah. Maşallah iyi. Meni aytdilar siz imam o'qiysiz manda. Valla kişiye girmeyeyim. Gelgen kişiye okumayı verem. 2004'ten yılında mescit açıldı. Ulu mescit açılan şey biz bunda boşuyoruz. Bu namazların terbiyatından kıdırıyor. Bunda kişi bir kupaladırıyor. 19 cevherin bir kişiye teke Hallarınız nesek? Hallarınız nesek? Haller Allah'a şükür. Allah'a şükür. Menin bölekeskine bulak saflaga televizormi bulakka ketirgen ем sizge. Hatta bu zor televizor. Балалар аттан bir yerге koyurlar, değil mi? Hareketlenip qararsa. Paratına qararsanız. Paratına. Yere. Aha, rahmet.
Рахмат. Еще маленький остался. Bayram bilan seni ауырмаңыз, дейmi? Ауырмаңыз. Давайте тоже сфоткайся. Айда. Айда. Дедушка. Мына шул енді. Бақытыңыз болмаса бір минут қана тағын жәллемәңіз енді. Айдаңыз, жоқ, уақыт бар. Сіз екеуіңіз кетіп отырыңыз. Келіңіз, айдаңыз отырыңыз. Мында орын бар. Мында жақынырақ келіп отырыңыз, әлі әтеңіз. Мен сіздің қырға отырам. Мына былай. Бисмиллахиррахманиррахим. Баба құшақлап тұрмаймын, яма? Яра. Куда смотреть? Династия Гуламановых. Рахмет сізге. Рахмет. Спасибо. Жібәріміз сізге. Яра, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз, шифалага. Ауырмаңыз, ем? Паратынан қарағыз. Сау болыңыз. Рахмет, зор рахмет. Ради Ферич, для ветеранов всегда время есть. Конечно. Конечно, их так мало осталось совсем. Сейчас я и главам сказал, сейчас каждый глава, в принципе, может каждый ветеран сам лично обойти. Вот в Велишевском районе их 17 человек осталось. Вчера я был в Чекмагуше, в Чекмагушском районе их 9 осталось. Яра, матурите пешагас ауырмагыз, рахмет. Матурите пуклагаз, яма. Сау болыңыз, рахмет. Рахмет. Сафала. Байрам менен сізге. Жыларыңызда исән жүрегіңіз. Рахмет, рахмет.